Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Президент Садыр Джапаров прибыл с официальным визитом в Германию. В Берлинском аэропорту его встретили представители МИД, ФРГ и почетный караул. Запланированы переговоры с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и встреча с немецким бизнесом. Обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы. Заместитель Турака Жорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев в ходе рабочей поездки посетил Панфиловский район Чуйской области, где ознакомился с социальными и инфраструктурными проблемами региона. Он отметил неудовлетворительное состояние здания семейного врачебного центра в селе Эркинсай, призвав принять меры для его ремонта, а также обсудил строительство детского сада. В селе Кумарык замтурага посетил аварийный дом культуры, требующий реконструкции, и отметил необходимость строительства спортивного зала для школы. Кроме того, обсуждены планы по строительству новых корпусов для школ в городе Каинды и районных учреждений. Нурланбек Азыгалиев подчеркнул важность решения этих проблем для развития региона и всей страны. На 89-м году жизни ушел из жизни герой Кыргызстана Эрнст Акрамов, выдающийся хирург, ученый, профессор и общественный деятель. Он оставил огромный вклад в медицину, возглавлял ведущие медицинские центры, написал более 350 научных работ и подготовил 17 ученых. Светлая память об Эрнсте Акрамове навсегда останется в сердцах его коллег, учеников и народа. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров принял участие в панихиде по герою Кыргызстана и выдающемуся хирургу Мамбету Мамакееву. В своей речи он подчеркнул огромный вклад покойного в развитие медицины, отметив, что Мамакеев спас жизни тысяч людей, подготовил десятки ученых и создал Национальный хирургический центр. Мамбет Мамакеевич прожил долгую жизнь, оставив неоценимое наследие в науке и медицине. ГКНБ сообщил о задержании гражданина, который мошенническим путем завладел 240 тысячами долларов США. Представляясь знакомым сыном председателя ГКНБ Камчибека Ташиева, он вводил людей в заблуждение, обещая решить вопросы за деньги, но обязательств не выполнял. По факту возбуждено уголовное дело, задержанный помещен в СИЗО-1. Следствие продолжается, а граждан призывают сообщать о подобных случаях по номеру 0312 62 05 85. В Бишкеке задержаны два закладчика с крупной партией психотропных веществ. Молодые люди в возрасте 20-22 лет, занимавшиеся сбытом наркотиков, были задержаны при попытке установки закладок. В ходе обыска у них были обнаружены психотропные вещества, стоимость которых на черном рынке составила 700 тысяч сомов. Задержанные расфасовывали препараты и через телеграм-канал прятали их для сбыта. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном изготовлении и сбыт наркотиков. Задержанные находятся в СИЗО-1. В Бишкеке на пересечении улиц Барпы Алукулова и Джаил Батыра столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и муниципальный автобус маршрута номер 23. По данным мэрии, пострадали 8 человек, 5 пассажиров автобуса и 3 из легковушки. Все доставлены в больницу. УПСМ сообщила, что водитель легкового автомобиля был в нетрезвом состоянии. На прошлой неделе президент Садыр Джапаров в Интымак-Орду в администрации президента вручил награды победителям конкурсов «Лучший учитель года» и «Лучший воспитатель года». Среди награжденных молодой учитель из одной из школ Аламудунского района Чуйской области Азирет Асылбеков. Преподаватель истории с 5-летним стажем работы стал победителем конкурса «Лучший учитель года» и получил звание отличника образования. С достижениями молодого учителя познакомилась и наш корреспондент Айкен Муратбекова. Знаете, что такие фразеологизмы, правильно? Да. Азирет Асылбеков – учитель истории вечерней школы в Аламудунском районе с 5-летним опытом работы в сфере образования. Он занял 2-е место в республиканском конкурсе «Лучший учитель года», что принесло ему звание «Отличник образования Кыргызской республики», почетную грамоту и другие ценные награды.
Вообще, причиной нашего участия в конкурсе «Учитель года» было желание проверить себя, набраться опыта и показать свои способности. Конкурс состоял из 3 этапов – районного, областного и республиканского масштаба. Не могу сказать, что было легко. Это было непросто. Мы проходили различные тесты. И я хотел бы отметить, что за моими успехами стою не только я. Это также большая заслуга администрации и нашего дружного коллектива. Забота о будущем страны – это задача, возложенная как на руководство государства, так и на каждого родителя. Но роль учителей и воспитателей в воспитании будущего поколения имеет особое значение. Работа с учениками для меня одновременно легкая и в то же время ответственная, отметил наш герой. Профессия учителя – это одна из самых значимых профессий, ведь учитель формирует будущее поколение, передавая не только знания, но и жизненные ценности. Это труд, требующий терпения, любви к своему делу, ответственности и постоянного развития. Посвятить свою жизнь правильному воспитанию детей, дать им глубокие знания и открыть путь в будущее – это и есть основная миссия учителя. Роль учителя в обществе невозможно переоценить. Недавно президент страны обратил внимание на ситуацию в социальных сетях, где некоторые родители позволяют себе неподобающее отношение к учителям. Мы, учителя, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается современная образовательная система. И хочу выразить благодарность нашему президенту Садыру Джапарову, что он поддерживает нас и понимает, что профессия требует полной самоотдачи, огромного терпения и ответственности, ведь мы формируем будущее страны, воспитывая и обучая новое поколение. Еще один преподаватель той же школы, Айдана Заматова, с 30-летним стажем работы, также участвовала в конкурсе и вошла в число лучших. Она была удостоена звания «Отличник образования Кыргызской республики». Она поделилась своими мыслями о сложных отношениях между родителями и учителями. Я хотела сказать, что место учителя в нашем обществе, оно немного снизилось, потому что кому не лень, вот хоть родитель, хоть простой гражданин может оскорбить учителя, может сказать такие слова, которые могут унизить человека, а учитель не может сказать в ответ что-либо. Поэтому я хочу сказать, что государство должно обратить на это внимание. Не зря профессию учителя и воспитателя называют величайшими в нашем мире. Все наши достижения – это результат их упорного труда, отметил президент Садыр Джапаров 20 ноября на церемонии награждения педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений. Тамга таанытып, көзүбүздү ачып, ушул деңгээлге жеткирген мугалимдерибиз менен тарбиячыларыбыз бир эле мектеп менен бала бакчаларда эмес, кайсы жерде болбосун, бийик сый урматка татыктуу болушун камсыз кылыш бул мамлекеттин милдети. Анда эмесе Кыргызстандын келечегин, жаш муундарын окутуп тарбиялап жаткан ак эмгегиңиздерди чыгармачылык ийгиликтер коштосун, сыйлыгыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм, бар болуңуздар. Следует отметить, в Чуйской области работают более 11 тысяч учителей. Всего в регионе насчитывается 325 общеобразовательных школ. По итогам конкурса «Лучший учитель года» один из педагогов области занял 2-е место. Недавно прошел республиканский конкурс «Учитель года». В нем приняли и наши учителя. В областном туре конкурса «Учитель года» приняли 14 педагогов. Все они являются победителями районного тура. Конкурсанты готовились тщательно, каждый показывал свою творческую деятельность на высоком уровне. Мы считаем всех конкурсантов победителями. Общество, которое уважает своих учителей, имеет светлое будущее. Однако в последние годы в социальных сетях обсуждаются неприятные ситуации, связанные с учителями. Эксперты считают, что вся энергия педагогов должна быть сосредоточена исключительно на образовательном процессе.
Президент республики уже не раз обращает внимание общественности на проблему учителей, заявляет, что будущее страны зависит от качества образования и профессионального уровня учителей. Очевидно, что качество педагогического корпуса, определяющее звено любой системы образования, качество учителей важнее всего. Это гораздо важнее, чем любые институциональные изменения или реформы. Отметим уникальный труд всех учителей и воспитателей, получивших сегодня награды, нельзя оставлять только в стенах школ и детских садов. Необходимо делиться педагогическим мастерством и с другими коллегами. Айкен Муратбекова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чуй. Кыргызстан усиливает контроль за качеством товаров при ввозе в страну, сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В рамках мер по защите здоровья населения и предотвращению ввоза небезопасной продукции Департамент химизации и защиты растений усиливает фитосанитарный контроль на границах, проверку документов и сертификатов, а также проводит лабораторные исследования на наличие вредных веществ и организмов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и поддержку добросовестной конкуренции на рынке. В последние месяцы в Кыргызстане наблюдается рост цен на основные продукты питания. Одной из причин может быть сезонное изменение спроса и рыночная ситуация. Наша съемочная группа отправилась на базар в городе Кант, чтобы узнать, как обстоят с ценами и что об этом думают продавцы и покупатели. Насип Турсунов более 10 лет занимается мясным бизнесом. Он лично занимается забоем скота и продает мясо на базаре. По его словам, спрос на мясо имеет сезонные колебания. Летом особенно высок спрос на говядину, а за последние 3-4 месяца цены на все виды мяса выросли. На прилавке баранина молодых ягнят, закуп который составляет 500 сомов, продажа 550. Говядина закуп идет 550, бычье мясо, продажа 600-610. Мясо телки идет дешевле, закуп 470, продажа 550. Конина закуп идет 450, продажа 500. Что касаемо повышения цен, да, такое у нас есть, но видите, каждый добавляет в меру своей возможности, у кого какой аппетит. Допустим, я добавляю 50 сом. Повышение цен связано с тем, что соседние страны забирают, Узбекистан забирает. Сегодня наша съемочная группа побывала на базаре в городе Кант, где отмечается повышение цен на все основные продукты питания. Так, хлебобулочные изделия подорожали на 5 сомов. Также увеличилась стоимость молочных продуктов и других товаров первой необходимости. Все жалуются, да, много сильно. Например, вот этот 180, раньше, оказывается, 160 продавали. Вот эти 120 с чем-то, что ли, было. 115 даже было, сейчас 135, например. Бизге деген фирмалар өздері, короче, подороже приносят нам. И мы вынуждены, получается, мы добавлять. Там мы сколько добавляем? Мы всего лишь 8-7 сом только добавляем. У нас прибыль только мало выходит. А так у нас только вот молочка, например, нам литр приносят домашние, они по 55 приносят, мы по 60 только продаем. У нас еще свет есть, еще у нас и этот есть аренда тоже дорогая. Рост цен заметно отражается на бюджете покупателей, особенно пенсионеров, которые жалуются, что их пенсии уже не покрывают все необходимые траты. Жол кирesi de кымбаттап атат, продуктылар да кымбаттап атат. Эт андан асмандын башы болуп кетти. Сильно ощущается. Я пенсионер, инвалид второй группы, да. У меня пенсия ровно 7 тысяч, да. Вот оставил вот здесь больше половины, 4 тысячи, маленький пакет. Карапайым элди ойлош керек. Кичине мисалы үчүн мейли байлар отурсун. Анан бизге окшогондор кичинемдей, баасымдай, анча-мунчамдай нормальный болгон дүкөндү ачып койсо болот да. Нет, не хватает. Дети кормят. А что? Дети кормят еще. А сколько вы получаете? 8 тысяч, да. На 8 тысяч что вы покупаете? Сумки пустые приходится нести домой, а деньги отдаем. Специалисты отмечают, что рост цен характерен для всех регионов Кыргызстана. В стране действует рыночная экономика, где цены на товары устанавливаются продавцами и покупателями. В этих условиях стоимость продуктов часто зависит от спроса, предложения и сезонных факторов.
Как всем известно, у нас на сегодняшний день есть перечень социально значимых товаров. Туда входит 16 товаров. Это как одним из них является это мясо, молоко, яйца и так далее. И, соответственно, уголь. На сегодняшний день, да, действительно, есть по некоторым позициям рост цен на данный товар, но это является естественным ростом, это как бы сезонное, можно сказать. Сезонное колебание, оно естественно, оно само по себе должно стабилизироваться. Для этого у нас является рыночная экономика, государство не вмешивается в правоотношения между продавцами и покупателями. Но, как я уже отметил, если будет наблюдаться чрезвычайный рост цен, то, соответственно, это крайний метод, когда государство может ввести механизм государственного регулирования и установить самые минимальные цены, которые возможны для предпринимателей. За последние несколько месяцев действительно повысились цены на сахар, на песок, также на картофель и на некоторые макаронные изделия. Это все связано с сезонным, допустим, с отсутствием полного запаса каких-либо продуктов и заполнением новыми запасами, и также с транспортно-логистическими расходами. Так как на нашу Чуйскую область, не только в Чуйскую область, нам привозят продукты питания из других областей и также с соседних государств. Поэтому в связи с этим цены всегда нестабильны. В 2009 году правительство утвердило нормы потребления основных продуктов для населения. Согласно этим нормам, каждый житель страны должен ежемесячно потреблять 9 основных видов продуктов. Это хлеб, мясо, картофель, овощи, фрукты, сахар, молоко, растительное масло, яйца, рыба и чай. Таким образом, каждый кыргызстанец должен потреблять в неделю хлеб и макаронные изделия 2 килограмма, мясо 1 килограмм 100 граммов, картофель 1 килограмм 800 граммов, овощи 2 килограмма, фрукты и ягоды 2 килограмма 200 граммов, сахар 440 граммов, молоко 4 литра, яйца 1 штука, рыба 25 граммов, растительное масло 200 граммов. На основании этих минимальных норм расходы на продукты для семьи из 4 человек составляют около 5600 сомов в неделю по текущим рыночным ценам. Прожиточный минимум в Кыргызстане составляет 8144 сома, тогда как средняя заработная плата около 35 тысяч сомов. Айслу Мурзакова, Джумабайс Маналиев, УТРК Чуй, город Кант. Производство сахара в Кыргызстане к 2030 году может достичь 200 тысяч тонн, сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В рамках меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией развития агропромышленного комплекса, подписанного для укрепления продовольственной безопасности, планируется увеличение посевных площадей и объемов производства, а также выход на международные рынки. Для этого министерство предоставит аренду земли, поддержит финансирование сахарного кластера на 5 миллиардов сомов и поможет в реализации антидемпинговых мер. В свою очередь, кластер обязуется нарастить производство и обеспечить достаточные запасы сахара в стране. Фермеры Кыргызстана собирают сахарную свеклу, и в этом году урожай обещает стать рекордным. Сельхозпроизводители ожидают сбор около 900 тысяч тонн, что значительно превышает прошлогодние показатели. Основным регионом выращивания сахарной свеклы остается Чуйская область, где благодаря благоприятной погоде урожайность превзошла ожидания. Около 3000 фермеров высадили сахарную свеклу в Чуйской, Таласской и Сыкульской областях. И сейчас они завершают уборку урожая. Фермер из Джаилского района Тариель Юсупов в этом году засеял 1,5 гектара, прогнозируя собрать до 80 тонн. Проблем с поливом не было. Обильные дожди помогли свекле хорошо вызреть, делится Юсупов. В следующем году он планирует расширить посевные площади, чтобы увеличить объемы производства. Вот в этом году я на 1,5 гектара посеял сахарную свеклу. Вот сейчас начинаю уборку делать. Ну, вот эти основные погоды не позволяют нам уборка и проблема с техникой. Уборочной техники у нас вообще почти нету.
один комбайн на вес айлюкметы работает, он не успевает. Поэтому сейчас приходится вот так валки сделать, потом ручную грузить, приходится ручную грузить. В этом году с проблемой водой не было, все хороший урожай взяли, зерновые взяли, кукурузы взяли, и сейчас уборка сахарной свеклы идет. Тут тоже неплохой урожай получается. Однако рекордный урожай привел к трудностям с доставкой продукции на пункты приема. В Канте, основном пункте сдачи сахарной свеклы, фермеры сталкиваются с долгими очередями. Загруженные свеклой грузовики стоят по 2-3 дня в ожидании разгрузки. Юсупов отмечает, что это связано с массовым началом сбора. Многие фермеры привозят свою продукцию одновременно, из-за чего пункты приема перегружены. Сейчас одновременно начался вот эта уборка урожая. И в сахарном заводе проблема получается, что вот эти, что привозят урожай, они 2-3 сутками стоят, не выгружают. Потом что это приемочный пункт мало. В прошлом году шофера говорит, 3 когда-то принимали, в этом году 2 принимают. Поэтому там скандал, крики получается. И насчет этого, они вот, допустим, возили наши вот эти продукции. Сначала шофера за тонну 600 сомов брали, а сейчас уже 900 вышло, 900 сомов. В Джаельском районе, где в этом году засеяно 1570 гектаров сахарной свеклой, фермеры довольны высокими результатами. Параллельно здесь также собран урожай кукурузы с площадью 1900 гектаров. Сбор всех сельскохозяйственных культур в регионе планируется завершить в ближайшие 2 недели. Сейчас уборка идет. В этом году хороший урожай, очень хороший урожай. Крестьяне очень радуются. Только техника немножко не хватает. Вот, современные техники пришли, современными техниками урожайность собирает. Урожайность сейчас в конце уже, когда уже соберут, вот тогда мы скажем, сколько урожай собрали в общем, в среднем. Сейчас где-то урожайность, да, как сказать, 60-80 тонн примерно собирает сейчас со свеклы. Остальные, кукуруза сейчас уборка идет. Кукуруза почти 1900 гектаров посеяна на зерно. Тоже уборка, сейчас уборка заканчиваемая. Урожайность, чем прошлый год, в этом году очень хорошая. Для обеспечения хорошего полива во время вегетационного периода в районе также проведены масштабные работы по ремонту ирригационных каналов. Так, на канале Утиген идет бетонирование дна на 1 километре. Канал обеспечивает полив 3460 гектаров в Джаельском районе и 2600 гектаров в соседнем Московском районе. Длина канала 16 километров 400 метров. Объем воды 4 куба помещается. По плану на сегодняшний день на 1 600 000 планировался работа, капитальный ремонт. И сегодня уже 3-й день работаем над этим каналом, бетонируем. Дно канала бетонируем сейчас. Потеря очень большая была здесь. Потеря, когда уже до 40% потери идет, мы планируем капитальный ремонт. Сейчас до 1 километра мы дно будем бетонировать, и чтобы потеря сократилась. На ремонт ирригационной системы в районе выделено 17 миллионов сомов. И в планах завершить бетонирование еще 2 каналов для повышения эффективности полива. Сымбат Алмазова, Данияр Телебалдиев, УТРК, Чуй, Джаельский район. Аскар Джумагулов, председатель Совета старейшин Чуйской области, проживает яркую, насыщенную жизнь. В свои 83 года он остается активным и востребованным в разных сферах, от государственной службы до хобби, которые он исполняет на профессиональном уровне. Аскар Джумагулов родился в селе Байтек Аламудунского района и с ранних лет столкнулся с трудностями. Его отец ушел на фронт, когда Аскару было всего 6 месяцев. Он стал единственным сыном в семье и получил высшее образование, после чего работал на разных государственных должностях. В последние годы он добился значительных успехов на посту председателя Совета старейшин в Чуйской области.
Я получил экономическое образование, но всегда чувствовал, что мое истинное призвание связано с искусством. До сих пор я продолжаю увлекаться этим, занимаясь самообразованием. Мне близки культура и искусство Кыргызстана, России и Казахстана. Его увлечение – степ-танцы, игра на балалайке и фотографирование. Танцы он освоил во время службы на Балтийском флоте, а затем заново развил его, вдохновившись интернет-роликами. Балалайку он научился играть, превращая ее в инструмент, похожий на комус. А его фотографии удивляют мастерством, порой не уступая работам профессионалов. 2009 жылы тарткам. Мына карасаңар экен. Мына асканын чокусунда тимеле кылда бурчунда турат да. Кроме того, Оскар Джумагулов активно занимается спортом, играя в волейбол. За свою долгую и плодотворную деятельность он был награжден орденом Манас 3-й степени и медалью Данг. Сымбат Алмазова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй. Министр культуры Алтынбек Максутов встретился с исполнительным председателем Китайско-Европейской ассоциации технического и экономического сотрудничества Уильямом Лином. Основной темой встречи стало развитие сотрудничества в кинематографии, а также возможности реализации совместных проектов. Максутов подчеркнул важность укрепления культурных и экономических связей и выразил готовность поддерживать инициативы, способствующие развитию кинематографии в Кыргызстане. Стороны договорились продолжить работу над конкретными проектами. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.